Чая, Бакзар Алланаха, Оси Баранцази, Адыгара Зарут Радшу, уже соглашали листов убью. Ужись по себе лучком. И сделаем кого пробовал. И что Хазар начал расширить. Я сделал газы, я говорю, значит, вот среди адыгов в Иордании максимальное количество людей среди адыгов в Иордании, вообще численность черкесов, в том числе абхазов и абазин, убыхов, там доходит по разным подсчетам от 100 до 170 тысяч человек. И они имеют там такой авторитет, я прошу прощения, значит, я всегда говорю это прямо, и пусть на меня кто хочет обижается, власть или не власть, не имеет значения, и они там имеют больше авторитета, чем они имеют в своих родных республиках, здесь, на территории Российской Федерации. Значит, в чем это выражается? Черкесы, в том числе абхазы, абазины и убыхи, они входят в личную гвардию короля. Им глубокое доверие. Никому так король не доверяет, как черкесам. Но все-таки у них есть, значит, диаспора, да, и все это они заслужили действительно своей кровью и потом. Город Амман находится на территории черкесского села, бывшего черкесского села. Они спасли предка нынешнего короля Абдаллы II. И они имеют черкесскую национальную школу. Вот когда мы говорили о том, по какому алфавиту нам вообще, какой алфавит нам нужно, кириллица или латиница, были моменты, когда наши выдающиеся деятели и ученые склонялись к латинице. Мол, абхазов, абазин, проживающих за пределами своей родины, их намного больше, как минимум их больше в 7 раз. Поэтому давайте, значит, тихо-тихо начать использование латиницы. Мы так думали. И я был ярым поборником, сторонником этой идеи. Но когда я приехал в Амман, когда я увидел черкесскую национальную школу имени принца Хамзы бин Хусейна, я поинтересовался, какие учебники они используют. Оказывается, они используют учебники, которые изданы в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, и написаны кириллицей. Я спросил, есть ли какая-то проблема в обучении кириллицы? Особых проблем нет. Если есть желание, самое главное желание, значит, мы очень часто ленимся. А вот если есть желание, все будет нормально. Все будет хорошо, и, в общем-то, надо, я считаю, что продвигать именно кириллицу. Ну, заодно мы можем придумать, значит, алфавит и на латинице, но использовать его в качестве, скажем, языка общения в интернете, исключительно в интернете с нашими братьями. Но издавать книги на латинице, скажем так, тратить огромные деньги на перевод, на переиздание книг, изданных на кириллице, это вообще не стоит делать. Это, я считаю, это преступление. Пока что мы не имеем такой возможности. И что происходит там? Среди адыгов там наибольшее количество, подавляющее большинство, это абадзехи, бжидуги и шапсуги. Естественно, вы знаете, что эти народы, то есть эти не народы, я прошу прощения, эти этнографические группы адыгов, они разговаривают на адыгейском языке, который является сейчас государственным языком Республики Адыгея. По-моему, жидукский диалект является литературным диалектом этого языка.
Конечно, бжедугов, абадзехов, шапсугов, которые понимают друг друга, там подавляющее большинство, правда, я не знаю, сколько процентов. Ну, предположительно, их процентов 70. А представителей, носителей кабардинского диалекта, адыгского языка, там примерно 30%. Но что они сделали? Я считаю, что они сделали то, к чему мы, абхазы и абазины, рано или поздно должны прийти. Наше будущее очень туманно. Наши языки буквально исчезают. Если мы не примем какие-то революционные шаги, мы просто-напросто, да, я буду говорить, я абазин, я абхаз и так далее, но народ как таковой исчезнет, а исчезнув языкам нашим, то и уже мы потеряем всякую историческую целесообразность иметь вообще государство под нашим названием. Они договорились, почему-то они посчитали, что кабардинский язык более легкий, ну там нет определенных специфических звуков, поэтому они посчитали кабардинский диалект легким, и его приняли в качестве общечеркесского языка, и именно его изучают все. И бжедуки, и абадзехи, и, значит, шапсуги. Этот пример просто меня приятно шокировал. У нас, у малочисленного народа, вы знаете, мы в 6 раз меньше адыгов, проживающих здесь на родине. И если взять адыгов всего мира, то нас, абхазов и абазин, практически, может быть, даже, это считайте приблизительно 80/20. Что нам делать? У нас есть, просто мы здесь чужих людей нет, поэтому я вам говорю открыто. У нас есть очень много амбиций. Кроме амбиций у нас ничего нет. Языки исчезают, а мы что делаем в это время? У нас нет общего алфавита. Я, например, в старших классах, мне 50 лет, но я в старших классах заинтересовался абазинским языком и начал его изучать. Изучить абазинский для меня не представляло сложности, потому что примерно 80% лексики, оно совпадает. Но страшно тяжелые буквы и непонятное сочетание букв, оно просто шокирует, но опять-таки человек ко всему привыкает. Например, чтобы передать звук «л», значит, ваши ученые ничего более не нашли, как написать «г», затем «л» палочка, да, палочка, и «в». И представьте себе, чтобы написать «ц», они ничего более лучшего не нашли, как написать «ч», палочка «в». И вы представьте себе, чтобы написать слово «авиатрес», это кошмар, это сколько букв надо использовать. Понимаете как? Вот все те абазины, которые часто приезжают в Абхазию, которые ознакомились с абхазским алфавитом, они говорят, что абхазский алфавит при своей специфичности, то есть он основан на кириллице, но все-таки ваш алфавит намного более приспособленный для работы в интернете. То есть там вместо палочки можно поставить единицу, и никаких проблем нет. Вот, можно писать все, что хочешь, передавать любые мысли. Но чтобы писать по-абхазски, это надо переходить с алфавита на другой алфавит. Русский невозможно использовать. Ну, сейчас, слава богу, абхазы придумали какие-то такие вот графики, с помощью которых легче стало писать значит, в интернете. Но раньше таких возможностей не было. Поэтому, когда ты пишешь на Ареале или на Times New Roman, приходилось, значит, когда ты хочешь написать цифры, просто цифры, приходилось менять, значит, Times New Roman на Times New Aph или на Arial Aph,
И, значит, то есть это было очень сложно.